Родители всегда переживают за своих детей. Они переживают, когда он пойдет в садик, потом в школу и, конечно же, в вуз, ну или СУС, в зависимости от того, что он выберет. В нашей стране вуз можно выбрать на любой вкус. Престижный, неизвестный, платный, бесплатный. К сожалению, сейчас не всем удается поступить на бюджет. В этом случае могут помочь коммерческие места. О том, как подготовиться родителям к поступлению своего ребенка в вуз, нам расскажет маркетолог компании «Аргыс Кредит» Ольга Алексеева. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, про ваш кооператив, про ваш кредитный кооператив в целом. Какие именно услуги вы предоставляете? Наш кооператив «Аргыс Кредит», да, это кредитный кооператив. Наша миссия – это повышать благосостояние населения республики путем предоставления двух видов услуг. Это накопление сбережений и выдача займов. Ну, теперь о сбережениях, вот о которых вы сказали. Какие виды бывают сбережений и как родитель может воспользоваться ими, чтобы помочь своему ребенку? Сегодня это очень актуальный вопрос, да, для родителей накопить сбережения вперед на образование своих детей. Конкуренция и стоимость образования растет достаточно быстро. И многие родители стали сберегать у нас за несколько лет вперед сбережения на образование своих детей. Наши пайщики в основном выбирают сбережения «Якутские бриллианты». А если коротко о программе, то годовая процентная ставка составляет 13%, срок договора от 1 до 2 лет, сумма от 1 тысячи до 4 миллионов. Пополнять можно неограниченное количество раз, то есть, допустим, за 2 года, если ежемесячно копить по 20 тысяч, человек может накопить 548 тысяч рублей. То есть это уже большое подспорье, да, для родителей, допустим, оплатить первые несколько лет обучения ребенка. То есть пополняемый счет, но не снимаемый, да? То есть на определенный срок договариваться. Снимать можно, но тогда проценты считаются по-другому. То есть от 1 до 2 лет. То есть снять можно через год, либо через 2 года. Потом можно далее договор продолжить. То есть получается, что если вот я сейчас захочу, да, откладывать деньги, я положу первые 20 тысяч на 2 года, и, грубо говоря, через 2 года я... Нет, пополнять надо ежемесячно, получается, и к ним прибавляется 13% годовых. То есть у вас где-то доходность 13%, да? Да. На остаток, Годовых. который имеется. Да, Ну, вот, в принципе, это очень удобная схема. А как-то пополнить заочно эти сбережения возможно? Сейчас активно используются и новые технологии. Да, возможность заочно пополнять свой договор сбережения, конечно же, у нас имеется, а именно можно через приложение Сбербанк онлайн, совершенно без комиссий и так далее. То есть все какие-то комиссии берет на себя кооператив. А вот цель вклада, она обязательно должна быть связана с поступлением с ребенком в вуз или просто это возможность, желание человека накопить какую-то сумму? На другие цели, может быть? На другие цели, конечно, тоже можно. Да. Ну, давайте вернемся вот к откладыванию денег для вуза, да. А можно ли открыть счет на ребенка, но при этом пользоваться, снимать вот эти вот средства я могу и я, и ребенок? Такое возможно? Да, такая возможность у нас есть. В договоре с пайщиком мы можем добавить выгодоприобретателя, то есть ребенка. Если ребенок несовершеннолетний и ему не достигло еще, вернее, 16 лет, да, еще ребенку, например, 10, там, 15 лет, например, он будет как выгодоприобретатель и самостоятельно не может управлять договором, да, деньгами. А по достижению 16 лет ребенок уже сможет самостоятельно добавлять накопления, либо снимать по необходимости. Но я знаю, что у вас еще есть один проект под названием «Школа успешных людей». Что это за проект и, как говорится, с чем его едят?
Да, у нас есть замечательный проект, называется «Школа успешных людей», в рамках которого мы каждую неделю, каждый четверг проводим семинары. Семинары бывают на очень разные темы, интересные всем темы. Зачастую это про бизнес, про финансы, про личностный рост. В этот четверг, например, у нас состоится семинар Марии Айнитовой. Это достаточно известный у нас Мастер по фэн-шуй, да, мастер по фэн-шую. Всех приглашаем на наш семинар, бывает очень интересно, людям очень нравится. А вот какие темы чаще всего освещаются на семинарах? Как я уже говорила, чаще всего у нас про финансы, про бизнес и личностный рост. Кроме этого, мы еще проводим свои семинары, где спикерами выступают наши специалисты. Да? Про финансовую грамотность мы рассказываем, как накопить на первоначальный взнос, на ипотеку, ну и самые разные вопросы. Ну и, наконец, как вас найти, Ольга? Как найти ваш кооператив? Мы находимся на Аюнского 4, на 3-м этаже. Это здание ЭПЛ «Якутские бриллианты». По вопросам можете обращаться по номеру 25 83 25. А вы уже долго работаете на рынке данных услуг? Да, как кредитный кооператив мы работаем 5 лет. И у нас уже более 4000 пайщиков по всей республике, которые доверяют нам свои сбережения и, конечно же, берут займы, да? Что ж, огромное спасибо, Ольга, за интересную и полезную информацию. Мы желаем вам удачи и отличного настроения. Дорогие друзья, через несколько мгновений будет рекламная пауза. Ну, а я хотела бы вернуться к теме о том, что вот в февральском номере JQ написали статью. Да, я вот читал про эту статью, да, про Якутию, про якутское кино и как его снимают. Ты вот, Иван Петрович, какие фильмы смотрел наши? Ну, я еще самые первые смотрел, да, это «Черный». «Тропа смерти». «Тропа смерти», да, кстати, я помогал в съемках этого фильма, там даже в титрах, там мелким шрифтом написана моя фамилия. Да. Анатолий Сергеев снимал этот фильм, напомним. А вот я смотрела «Мой убийца», Костас Марсан, да, и «Царь-птица» Эдуарда Новикова. Кстати, именно эти фильмы упоминаются в статье в JQ, так что ловите номер февральский и читайте. А пока прервемся на рекламу.